Вы смотрите новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Количество заболевших коронавирусной инфекцией снижается. Крупные производственные предприятия Алданского района открывают пункты вакцинации своих работников. Якутские предприниматели могут получить 500 000 рублей на поддержку социального бизнеса. Столичная детская спортивная школа стала лучшей в России. Глава республики Айсен Николаев обсудил с руководителем Минприроды России Александром Козловым вопросы на развитие системы охраны лесов, включая обеспечение противопожарных мероприятий и защиту лесов от шелкопряда. Айсен Николаев обратил особое внимание министра на необходимость совершенствования методики расчета субвенций регионам на осуществление противопожарных мероприятий. В частности, речь шла об обеспечении содержания лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, мероприятий, направленных на прием и учет сообщений о лесных пожарах и оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности. На встрече было уделено внимание и вопросам, касающихся строительства инженерных сооружений на реках Вилюй и Яна, а также создания объединенной дирекции арктических особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день в Якутии зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, отметила на брифинге заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. В Якутске новых случаев 29, наибольшее количество заболевших в Мирнинском и Наимиконском районах. Необходимо обратить внимание, что в Аймиконском и Тампонском районе, в котором зарегистрировано 4 случая, все-таки случаи, те, которые зарегистрированы, к сожалению, они уходят в дальние поселения. Поэтому сегодня одной из основных задач, которая поставлена перед оперативными штабами районов, это не допустить распространения вируса и инфекции в отдаленные поселения, которые у нас в силу наших природно-климатических условий оставались чистые до настоящего времени. Крупные производственные предприятия при участии медицинских учреждений начали организовывать пункты по вакцинации своих работников от COVID-19. В Алданском районе одним из первых, кто открыл такой пункт на своей территории, стало одно из золотодобывающих предприятий. Жители поселка Нижний Куранах восприняли инициативу положительно и принимают в вакцинации от коронавируса самое активное участие. Сидеть и бояться, когда я заражусь этим ковидом, так сказать, а тут поставил, и уже я полностью уверен. Вот к родителям уже смело хожу, а то они вот так и говорят, что, мол, ты не приходи там туда-сюда, ты в обществе работаешь, все такое. А так смело вот уже я себя чувствую уверен, намного увереннее чувствую себя. Невролог рассказал, как вернуться в строй после COVID-19. По словам медика, для полноценного восстановления необходимо тренировать нервную систему. Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы. Врач также отметил, что употребление тяжелых для пищеварения продуктов, труднорастворимых жиров, белков может только усилить постковидный синдром, возможны нарушения сна. При этом специалист добавил, что больному для полной поправки необходимо от 3 до 6 месяцев. По его мнению, тяжелее придется жителям больших городов из-за очень активного ритма жизни. Спрос на медицинские маски в России в феврале упал на треть на фоне вакцинации и снижения числа заболевших COVID-19. По данным Яндекс.Маркета, в феврале спрос снизился примерно на 34% относительно пиковых значений декабря. Также изменился и средний чек на покупку. Если в декабре россияне в среднем тратили на медицинские маски около 560 рублей, то в феврале этот показатель снизился на 5%. Минтруд России предлагает продлевать срочные трудовые договоры, которые обычно заключаются на срок до 5 лет, в тех случаях, когда причина его заключения остается актуальной. Сейчас данная возможность обсуждается с профсоюзами и работодателями для выработки согласованного решения. Ранее Федерация независимых профсоюзов заявила, что не поддерживает законопроект, который вводит новое основание для продления срочных трудовых договоров, так как расширение такой практики не способствует стабильности ситуации на рынке труда и занятости населения.
Социальные предприниматели республики, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства, получат гранты на сумму до 500 тысяч рублей. Отмечается, что арктические районы смогут получить до 1 миллиона рублей с условием 100% софинансирования предпринимателя на реализацию проектов. Работа ведется в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Прием документов ведется до 5 марта текущего года. Якутия направит порядка 350 миллионов рублей на исследование жизни в условиях Севера. За счет этих средств будет проведено изучение мирового уровня в области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях Севера. В рамках реализации программы планируется создать Всемирный центр мамонта в регионе, научно-образовательный центр «Север» и развить региональные научно-исследовательские центры. Всего на мероприятие программы до 2024 года планируется направить более 1 миллиарда рублей. В Якутске названы лауреаты литературной премии «Налампа» за 2020 год. Уже второй год литературно-художественный журнал «Чолбон» отмечает авторов лучших публикаций. Премия лауреата в жанре прозы посмертно присвоена народному писателю Василию Харысхал. Лучшим в жанре драмы названо произведение Семена Ермолаева «Сиен и Кер». А статьи краеведа Панкратия Петрова, посвященные годам Великой Отечественной войны, отмечены в публицистическом жанре. Также редакция журнала не оставила без внимания и якутскую поэзию. Так, единогласным решением экспертов номинацию в этом жанре присвоили ранее неопубликованным поэмам народного писателя Василия Соловьева. Сегодня премию получил коллектив Хатылынской средней школы, которая носит его имя. Мы с прошлого года при поддержке Жахсуанского наследия Тахтинского улуса, родины нашего первого редактора Анимпадиста Ивановича Сафронова, учредили премию первого редактора. Это веяние времени. Все крупные, толстые литературные журналы в России имеют свои премии. И мы посчитали, что вот именно премия должна носить имя нашего первого редактора, классика якутской литературы, духовного лидера народа Саха Анимпадиста Ивановича Сафронова. Сегодня в Якутске в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина прошло ежегодное совещание работников культуры по итогам 2020 года и о планах на год текущий. Было отмечено, что в прошлом году потребность культурно просвещаться у людей росла, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. В рамках отчета состоялось награждение работников культуры и быстрая стратегическая сессия, где молодые работники смогли предложить новые интересные проекты, которые можно реализовывать уже в ближайшем будущем. Также обсуждались вопросы нацпроекта «Культура». В рамках реализации нацпроекта «Культура» у нас идет работа по обновлению библиотечного фонда, работа по введению материально-технической базы существующих объектов. Большая задача у нас стоит, в принципе, по пригородам. По пригородам у нас строительство детских школ искусств, культурных центров. На площади Ленина в Якутске состоится открытие катка. Напомню, инициатором проекта стал основатель экстрим-парка «Арена-31» Николай Мартынов. Каток обустраивают водоканал совместно с Советом отцов Якутска. По словам организаторов церемонии открытия, желающих опробовать новый лед ждет разогрев в виде выступления танцевальной группы. Помимо прочего, рядом обустроена небольшая кофейня, где каждый желающий сможет согреться. При этом вход на каток бесплатный. На прокат коньков работает до последнего посетителя. Однако не стоит забывать и на мерах безопасности. Так, на льду разрешено движение только против часовой стрелки с соблюдением скоростного режима. А дети до 12 лет встать на лед смогут только при сопровождении взрослых. Получается, в будние дни начинает работать с 12 до 9-10 часов вечера. А в выходные дни, получается, будет работать с 11 до 11 вечера. Вот. А также, получается, есть люди, которые допоздна работают, соответственно, они могут приезжать и в ночное время кататься. Но освещение, конечно, будет выключаться в это время.
Детско-юношеская спортивная школа номер 4 города Якутска вошла в число лауреатов-победителей Всероссийского конкурса «Лидеры отрасли России 2020». Он проходил с 29 октября 2019 года по 28 апреля 2020. В победной гонке участвовали более 50 тысяч организаций. В связи с пандемией COVID-19 грамоту и сертификат победителя были вручены Министерством физической культуры и спорта Якутии недавно. В качестве приза вручены медаль, грамота и подарочный сертификат на право получения образовательного программного продукта для дистанционных технологий. К этому часу все новости о развитии событий мы расскажем в следующих выпусках. До встречи в эфире.